Бокс зародился в Англии еще в XVIII веке. Со временем правила поединка оставались прежними, но менялась тактика исполнения. Каждый спортсмен вырабатывает собственную манеру боя. Из-за того, что бокс интернационален, в разных регионах мира сложились свои школы бокса. Английская, французская, американская, кубинская, мексиканская, советская и другие. Во второй половине 20 века в СССР заговорили о зарождении своеобразной чувашской, чебоксарской школе бокса. Из Чувашии, неожиданно для многих, вышла целая плеяда боксеров мирового уровня, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы: Валериан Соколов, Валерий Львов, Валерий Лаптев, Владимир Мельник. Были еще многие подающие надежды спортсмены. Пока еще они не превзошли своих учителей. Наш фильм о Валерии Константиновиче Львове, легендарном спортсмене, который запомнился в мировом боксе своей целеустремленностью, многочисленными победами с явным преимуществом, а также чувашской скромностью и уважением к своему сопернику. В памяти самого Львова сохранилось множество побед и обидных поражений. Среди них это славный путь к мировому спортивному пьедесталу на чемпионате мира 1978 года в Белграде и судейское засуживание после того, как он в Лас-Вегасе в 1973 году в первом же раунде послал в нокдаун надежду американского бокса Шугара Рэя Леонарда. Он обладал блестящим стилем, фантастической скоростью, ловкостью и поразительной комбинацией. Все выглядит как фильм, как голливудский бой. Толпа, боксеры, напряжение. По мнению большинства экспертов, Шугар Рэй Леонард – лучший боксер нашего столетия. Вот иногда судьи же по-разному поступают. Вот ваш легендарный бой с будущим олимпийским чемпионом, с Леонардо же, да? Вот немного расскажите вот это, подробности этого боя. Первый раз, когда полетели, я полетел первый раз в Америку, первый бой в Лас-Вегасе с Рэй Леонардом. Тогда молодой он еще был, ему лет 17 было, мне там 19 было. Он, конечно, не такой известный был, но талантливый. И все знали, что он, так сказать, будущий чемпион, там, надеялись на него. И с ним матчевая встреча. Что мне запомнилось? Боксирует в сильной манере. Такой хорошо подготовленный. Вот технически бьет очень сильный удар в корпус. Представляете, вот корпус. Вот редко, когда боксеры бьют сильный удар левой прямой в живот. Обычно все стараются в голову ударить, а этот вот именно так. Боксер неудобный. Вот сразу в первом раунде как-то, знаете, такое, как обоюдно. Смотрю, у него желание-то большое. Я постарался, раз это не получается, то это обманул его. Прижимал канатом и прижал к углу. На дистанции левый показал. Я знаю, что он уйдет сейчас вправо. Я делаю шаг назад, даю вроде возможность ему уйти вправо, а сам незаметно бью с боковой правой. И попал ему точно в челюсть, и он упал. Судья американский был на ринге, рефери. Он долго считал. Я не знаю, до скольки он считал. Туда посмотрит, сюда. Есть такая хитрость, значит, чтобы помочь своему земляку, будем говорить. Долго считал, потом и раунд кончился. В втором раунде он, значит, я спокойно стою, в стойку встал, выходит в защите, он начинает бить. Бить куда попало. Бьет. Судья говорит, стоп. И нокдаун считает. Судья американский. Я стою, не упал. Хотя стояли. Потом сразу раз, быстро отсчитал, сразу бокс, и раз, и опять считает мне нокдаун. Представляете, американский совет. То есть он 2 нокдауна, сразу видно, что и дает победу Видуяну, преимущество Рэй Леонарду. Вот и все. После этого я боя, конечно, расстроился, как говорится, чуть там плакал, как говорится. Но через 2 дня в другом городе я выиграл уже выше категории 63,5 уже, и до явного преимущества другого боксера.
уже возлился до такой степени. И он стал и олимпийским чемпионом, и многократным чемпионом, и там трехкратным среди профессионалов. Да, он. Потом я знаю, что он снимался в фильмах, не как боксер, а как вот артист, вот там, такой. Ну, интересный он, хотелось бы. И один раз я встретил в Москве переводчика, говорит, в Америке писали, говорит, это статьи, говорит, там, я говорю, да, а что там писали? Да там как вот получилось, Рэй Леонард давал интервью, и вот потом спрашивали, ну, ты такой великий, там, это, столько завоевал, а ты был ли когда-нибудь там в этом, на полу, как они говорят, на полу? Там? Он молчит, не говорит. Ну, статисты, вот что интересно, американцы, и вот эти историки, или как оно, очень все, за каждый бой, каждый все расскажет, все детали. Говорит. И они говорят, да, из Чебоксар, говорит, ты из Чувашии парень. Говорит, его вас положил на пол. Ну, так вот, ломаным языком на пол, говорит, положил. Он потом говорит, а он сказал, говорит, да, наверное, чуваши сильно бьют. Как конь копытом. Так сказал. Валерий Константинович, все же вашим звездным часом является чемпионат мира. Расскажите, пожалуйста, нам немного о чемпионате мира. Я участвовал на чемпионате мира в 1978 году, в мае месяце в Белграде. Чемпионат мира в Югославии, это был второй чемпионат мира, я говорил, что первый это был на Кубе. Впечатления по Югославии очень хорошие, дружелюбные. Приходили свободно, ходили вдвоем-троем там с ребятами в магазин. Нас узнавали в магазинах даже. По телевизору показывают информацию про спорт, про бокс. Очень сильная у них вот, в Белграде. Команда сборной Советского Союза выступала 11 человек, спортсменов, боксеров. Провел 5 боев. 5 выиграл, но были очень сильные противники, конечно. Не очень-то легко 5 боев проводить. Вот. И в первом бою я выиграл у венгерского победителя первенства Европы. Второй бой выиграл боксера из Израиля нокаутом. Вот. Третий бой в полуфинале я встретился с кубинским боксером, сильнейшим боксером Андрес Альдама. Вот. Он уже был финалистом Олимпийских игр в 1976 году. В Монреале был вторым. Сильный боксер. Передо мной он 2 боя провел, все 2 боя выиграл нокаутом. Вот. А через 2 года он стал олимпийским чемпионом уже в высшей категории 67 килограмм. Сильный боксер. Выше ростом мне на голову. Вот. Тяжело пришлось. В первом раунде я его, в общем-то, обыграл чистую. Тренер Сагара, великий у них тренер кубинский, конечно, ему поругал его, этого Альдама, и он пошел вперед и опасное движение головой, ударил меня головой и рассек мне бровь в 2 местах, сверху и якость. Вот. Ну, бой остановили, и судья позывает врача, врач смотрит. Значит, соперник у меня был кубинец-негр, врач-негр, судья-негр. Ну, думаю, компания собралась, наверное, снимет. И тут врач говорит, что нормально, окей, можно продолжать бой. Я, конечно, собрался со всеми духом, как говорят, все силы приложил, чтобы не выглядеть хуже. Вот, и выиграл все 3 раунда, вот, не давая ему, конечно, ударить. Очень такой сильный боксер. И мне победу дали мне. В полуфинале с французом. Французский боксер. Вот, и выиграл ввиду явного преимущества. Послал его в нокдаун. Вот. А в финале выиграл у местного боксера Богуевича. Вот. Ну, конечно, болели все зрители за него. Там где-то 25 тысяч, наверное, было.
Вот. Я говорю, тяжело боксировать, когда боксируешь уже 5-й бой. Тут где-то синяки, где-то болит, где-то. Вот. Тем более у меня бровь была заклеена. Вот. Ну, думаю, тяжело все равно придется. Выхожу, смотрю на своего соперника, Югослава, который стоит в углу. Посмотрел, он еще хуже меня, тоже 5-й бой. Думаю, господи, неужели я ему должен проиграть финальный решающий бой? Вот. И по очкам старался, выиграл его по очкам. Хоть можно было, конечно, где-то рискнуть и явно сделать. У нас, как говорят, не как в легкой атлетике. В легкой атлетике пробежал, время засек, ты быстрее. А у нас чисто субъективно, если ты по очкам выигрываешь, это еще сомнение. Надо выиграть всегда явно, чтобы ни один судья не дал против. Я подумал, лучше чисто выиграть. И дали единогласно победу. Подняли руку мне, весь зал хлопал, вот, и не было сомнений. Вот так вот стал чемпионом мира. Получается, зал сперва болел как бы за своего, а потом аплодировал вам. Да. То есть ваше мастерство покорило весь зал? Ну, не было сомнений. Не было сомнений. Да. Валерий Константинович Львов родился 20 февраля 1953 года. Родители его родом из деревни Чамуши Маргаушского района. Прошли всю войну, переселились и работали в городе. Учился он в 9-й школе на улице Богдана Хмельницкого. Школа по сегодняшний день работает. Глядучи на своего брата Анатолия, увлекся боксом. В то время он был очень популярным. По словам Валерия, ему всегда нравились люди сильные и уверенные в себе. Таких все уважают. В 9-летнем возрасте он пытался поступить в спортивный клуб «Динамо», но ему отказали из-за малых лет. 14 лет его приняли. Его тренером стал замечательный спортсмен и педагог, заслуженный тренер СССР Михаил Степанович Степанов. «1968 год стал для республики поистине славным. После полета Андреяна Николаева в космос о Чувашии вновь заговорил весь мир. 22-летний спортсмен из Урмарского района Валерьян Соколов стал олимпийским чемпионом по боксу в Мехико. Можно только представить чувство подростка, когда на тренировках Валерия ставили в спарринги с титулованным чемпионом, старше его по возрасту и больше по весу. И это символично, так как такая школа давала нагрузку и опыт для будущих непростых побед. Нагрузки для следующего чемпиона из Чувашии спустя 10 лет. Начались победы на республиканских соревнованиях. После того, как Львов стал чемпионом Чувашии в 1970 году, его тренер Михаил Степанов, человек, будучи скупой на похвалу, выпуская спортсмена на российский уровень, впервые похвалил Валерия, и он был на 7-м небе от счастья. На первенстве России в Новороссийске 17-летний Львов впервые столкнулся с судейской предвзятостью. Тогда в финальном поединке судья открыто подсказывал его сопернику прямо на ринге, на что тренер в перерыве сказал: «Терпи и докажи, что ты лучше». Терпел и доказывал, но судья дал ему предупреждение, и с небольшим преимуществом победа была присуждена сопернику. Плакал Львов от несправедливости и обиды, но не сломался, а пошел дальше. Такая школа жизни дала свой результат. Целеустремленность и умение переступать через себя научила побеждать в боях всегда с явным преимуществом. Только вдумайтесь, из 250 боев, проведенных в соревнованиях различного уровня, он проиграл всего 15 раз. И, как правило, из-за судейского вмешательства. Из 50 международных поединков было только 5 поражений. Это очень впечатляющий результат. По сути, в то время ему просто не было равных в своем весе. Победа молодого парня из Чувашии на молодежном чемпионате СССР открыла ему дорогу на международный ринг.
И вновь удивил всех. Через 1,5 месяца в Бухаресте в 4 боях он выиграл 4 раза и стал чемпионом Европы среди юниоров. Никто не ожидал, что из Чувашии после олимпийского чемпиона Валериана Соколова так быстро выйдет новый боец мирового уровня. Вот такую оценку дал ему сам Соколов. Мало сегодня таких боксеров. На ринге его отличает умение мыслить, хорошая реакция, что позволяет успешно вести бой на контратаках. Разрешая порой сопернику атаковать себя, он вроде бы уходит, а сам наносит неожиданный удар. Его излюбленная манера – средние и длинные дистанции. Используя элементы неожиданности, Валерий сильными, колющими ударами досрочно заканчивает многие поединки. С кем вам приходилось? В Европе интересно, конечно, бои были. Первый мой выезд на первенство Европы в Румынии. Я тоже выиграл там. Я даже боксировал с местным боксером румыном. И фамилия-то у него держится Адам. С ним уже боксировал я где-то второй бой. Зрителей очень много, там несколько десятков тысяч было зрителей. Все, конечно, болели за него. Румын сильный такой был. Ну, значит, 3 раза я его, как бы, послал в нокдаун, 3 раза. Он падает, ему отсчитает нокдаун, он снова встает и идет. Вот как зрители, там 25 тысяч там как кричат, он опять встает, а я так уже после 3-го нокдаунда встает. Я так на него смотрю, ну куда ты встаешь, у меня руки болят. Ну, и, короче, ударил я его 4-й раз, и уже его остановили в разных раундах. Медаль такая интересная, вот она такая медаль, первенство Европы. Очень рад, когда наши спортсмены, там и легкоатлеты были призерами первенства Европы. Я тогда думал, ну какой наш чуваш там такой легкоатлет и 3-е место. А я выиграл и стал мастером спорта международного класса. Потом много международных соревнований было. После этого я в Англию, в Лондон на матчевую встречу меня включили. Валериан Соколов, наш олимпийский чемпион. В Соединенные Штаты Америки ездил на 3 раза в Лас-Вегасе, боксировали в других городах. У меня, как говорится, счет с ними 7-2. World champion, light welterweight classification. Won it at Belgrade last year. В Африке были мы, Эфиопия. А там потом даже вот дня через 3, что ли, началось военное положение. Там комендантские часы. Зрители сидели вооруженные с карабинами. Щелкали затвором, когда там болеть за своих. Когда был бой был, значит, я так выхожу. Первые 2 боя провел. Первый бой как дал сразу в первом раунде улетел, как говорится, соперник. А через день с другим, тоже матчевая встреча, он боксировал. Я делаю к нему шаг вперед, приблизиться, он убегает. Я прибегаю, он убегает. То есть он такой хитрый какой-то, то есть побоялся, наверное. И во втором раунде, как он на меня прыгнет, такой, и как начинает драться прямо вообще, без техники, просто драться. Я так отошел, уклон делал так, он в канат провалился, да, в канат, и канат зубами схватил. Я так удивился, думаю, зверь или человек, канат вот такой, зубами раз, опять поворачивается. А зрители кричат, орут там с этими карабинами. Я думаю, не дай бог, патроны дали. Ой, там, ну, потом, значит, я его
второй раунд кончился, отошел, все, и как начал его бить, там, бил его по животу, бил, виду явно. Судья хочет остановить бой, виду явного преимущества. Он так говорит, стоп, там раз. Он берет судью, толкает, а судья маленький такой, маленький, иди, говорит, я говорю, иди сюда. Вывел виду явного преимущества. Про вас удар же, это поговорка, да, в боксе. Львов бьет, как конь копытой. Это же про вас же это, да? Это кто автор этого? Да, мне тренер так говорил. Тренер говорил, да? Ну, он мне не говорил, он так рассказывал, говорит, когда лапы держал, вот, все, да. Ну, у нас ведь были такие вот мешки, которые определяют количество ударов и сколько сил ударов, то есть тоннаж. За 10 секунд, за минуту, за 3, и потом 3 по 3 еще. Надо бить столько, чтобы замеряли мне, говорят, ну, Львов бьет как средний вес. А я тогда в 60-63 боксировал. Ясно. А вот чемпион мира. Материальном отношении, во что это вылилось? Премию дали, квартиру, машину. Ну, тогда, во что, как поощрение было? Тогда, конечно, машин не давали. Только слухи были тогда. Что, мол, наверное, подарили. Ну, нам по тем временам чемпионат мира мы получали, как чемпиона мира, 1500. 1500 давали, так? Минус подоходный. Ага. А если ты вот американского боксера, чемпиона Америки, выиграешь, нам давали примерно 100 рублей минус подоходный в конце года. 100 рублей это вот. Если там чемпион Союза, там в зависимости от выступления на международных соревнованиях, это весовой категории, то он получается от 500 до 350. Вот ну, так. Конечно, хотелось бы, но мы тогда не думали о больших деньгах. Ну да, тогда... Нет. Где-то надо подумать и уходить с большого ринга. И уходить надо так, чтобы не побежденный. В 1980 году Валерий Константинович переходит на тренерскую работу. Сбылась еще одна мечта Львова. Всю свою недюжую силу и чемпионскую энергию он направил на подготовку новых чемпионов. Почему вы решили все-таки стать тренером? Когда я в школе учился, занимался в разных секциях спортивных. И баскетболом занимался, и легкой атлетикой занимался. Ну, мне нравился, конечно, бокс, потому что я со старшим братом, глядя на него, как они занимаются самостоятельно боксом. Вот. И нравились, конечно, тренера, педагоги, это преподаватели в школе по физкультуре. И когда нам писали сочинение, кем ты хочешь стать, я писал, хочу быть учителем физкультуры. Вот. И начал заниматься боксом. Я подумал, что все-таки мне это нравится по душе, и я буду, наверное, тренером. И когда я уже занимался в сборной Советского Союза по боксу, как говорится, все равно надо когда-то переходить, оставлять большой спорт. Вот. Я все-таки хотел быть тренером. И после 80-м году я начал заниматься тренерской работой в Доме физкультуры «Динамо». Это Чувашский совет «Динамо» назывался. У нас тогда школа была уже хорошая такая, бокса, где тренировался и олимпийский чемпион Валерьян Соколов. Вот, мы с ним вместе проводили тренировки, боксировали вместе. Как говорится, мне было приятно, что, да. И вот в 1950 году перешел на тренерскую работу, набрал группу, вторую, и, как говорится, с головой окунулся в эту деятельность. По итогам, как говорится, выступления на самых начальных соревнованиях, как первенство Чувашии, мои ученики занимали довольно-таки хорошие места. И первые места, человека 3-4 у меня даже было с моих учеников. Вот. Ну, потом в дальнейшем они выросли, стали некоторые мастера спорта. Всего где-то подготовил при моей работе где-то 10 с лишним мастеров спорта. Благодаря то, что я воспитывал, тренировал вместе. Кто из мальчишек
не мечтает стать сильным и непобедимым, как олимпийский чемпион по боксу Валерьян Соколов, или как чемпион мира Валерий Львов, или стать победителем Кубка мира, как Валерий Лаптев, или как Владимир Мельник стать чемпионом Советского Союза и спартакиады народов СССР. Эти спортсмены из Чувашии, гордость советского бокса, воспитанники заслуженных тренеров РСФСР и СССР Геннадия Николаевича Герасимова и Михаила Степановича Степанова. Это они, опытные тренеры, умеют разглядеть в нескладных мальчишках будущих чемпионов. А потом прославленные чемпионы сами становятся тренерами. Так спортивное мастерство передается из поколения в поколение. Сегодня праздник у самых юных боксеров Чебоксарской школы высшего спортивного мастерства. Соревнования на приз Валерия Львова. А за судейским столом сам экс-чемпион мира. Как говорится, есть свои результаты, есть история. Вот, и я думаю, что многое, как говорится, сделал для развития бокса. Когда у меня занимались, народу было очень много. Занимались, это вспоминает, встречаю со своими бывшими, как говорится, учениками. Вот, и они с благодарностью все время меня, при виде меня разговаривают, благодарят за то, что я их воспитывал, вот, что у них такие были хорошее детство, как говорят. Но вы же тренировали не только Чувашской республики, но вашими услугами пользовались и наши соседние республики, и другие регионы России. Расскажите, пожалуйста, немного об этом. Значит, мы в нашем регионе, Поволжье, дружили со всеми, как говорится, ближайшими регионами. Вместе тренировались, вместе проводили соревнования. И я помогал Марийской республике, там друзей у меня очень хорошие были. Некоторые ушли уже, а некоторые помнят, что они совместно, благодаря, я им помогал, на соревнования брал, помогал на сборы делать. Вот. И меня спрашивают, а как же ты так, типа, тебе присвоили? Ты, говорит, там жил, что ли, у марийцев, там, в Йошкар-Оле? Я говорю, нет, они у меня жили, говорю. Вот, у меня отцовский дом, там было место, где наши эти спортсмены были, проживали у меня. Я большое желание имел и имею, чтобы наши боксеры чувашские выступали на любом ринге хорошо, выступали успешно, как говорится, чтобы не потерять ту планку, поднятую нами, Соколовым, Львовым, Лаптевым, также выступали. И хочется видеть их результаты вот на чемпионате России, чемпионате Европы, мира и Олимпийских игр. Вот история взаимоотношений с Валерием Константиновичем, моя собственная, берет свое начало с сентября 1981 года. И произошла эта встреча в школе. Я тогда еще был девятиклассником. Валерий Константинович, как звезда бокса, как спортсмен, прибыл и встретился с нашим классом, рассказал о том, каков его был путь в спорт. Особенно акцентировал внимание на чемпионате мира, где он стал, собственно говоря, первой перчаткой мира. И очень тем самым подтолкнул, что ли, зажег ребят. У нас практически весь класс уже занимался боксом и укрепил их веру в то, что они на правильном пути. Вообще я в зал бокса «Динамо», который был главным, так скажем, приезжал из Новоюжного района. В то время учился в средней общеобразовательной школе, и лихие 90-е, так скажем,
ощутил в полной мере. Ну, в чем это выражалось? Что приходилось добираться через весь город, через один район, которые друг с другом, так скажем, не очень дружили. И по этому поводу переживания были. Но под руководством заслуженного мастера спорта, чемпиона мира Валерия Константиновича Львова, покорилась планка в любительском боксе. Это как призером чемпионата страны. Это был 2000 год. Олимпийский цикл, так называемый. Честно признаюсь, спортсмены, наверное, не привыкли, когда рассказывать о своих спортивных достижениях, заслугах, наверное, сориентированы на том, что, наверное, пускай за нас говорят результаты, для того, чтобы не этот, ну, на текущий момент буду краток. По любительскому боксу был призером чемпионата России, финалистом Кубка нашей страны, ну, мастером спорта Российской Федерации. В 2001 году в одном и том же городе, как и Валерий Константинович, мне покорилась эта спортивная планка, звание чемпиона мира. Пока вопрос спортивный еще открытый, последнего спортивного слова, я думаю, еще не сказали. В профессионалах это допускается, хотя в любителях уже нет. Наши тренера поставили такие планки, такие цели, которые своим примером они достигли под руководством наших прославленных тренеров. Мы, глядя на них, наверное, тоже хотели достичь, показать и чего, собственно говоря, желаем и сегодня подрастающему поколению. Не нужно думать, что все в этой жизни можно купить и продать, а только через ежедневный кропотливый труд можно в космос полететь, стоит только захотеть. Достижения Валерия Константиновича Львова меня очень сильно вдохновляют. И вдохновляют они не только меня, а также и всю Чувашию. Каждая моя победа – это маленький шаг к достижению моей цели – победы на Олимпийских играх и победы на чемпионате мира. Матвей Маковей – это наша перспектива в нашем боксе. И когда я посмотрел его бои, последний вот здесь участие на чемпионате России, он показался мне перспективным боксером. И будем надеяться, скрестив пальцы, то, что он все-таки именно и будет тем чемпионом, вот которого мы ожидаем, может быть продолжителем того же самого Валерия Константиновича, вот этой плеяды нашей великой боксерской. Одному из учеников Львова, Олегу Николаеву, занятия боксом помогли достичь больших успехов в Чувашии и России. Валерий Константинович Львов является одним из тех выдающихся земляков, которым посвящен 2022 год. И, конечно же, своим жизненным примером, своими достижениями в спорте он сподвигнул очень много ребят на то, чтобы они выбрали бокс, а самое главное, сам их тренировал и многим давал навыки для ведения очень красивого, эффективного боя. Но при этом, завоевав титул
чемпиона мира, он, конечно же, продвинул нашу Чувашию. Чувашия зазвучала на мировом уровне, и имя Львов и Чувашия стали синонимами и узнаваемыми для многих-многих как боксеров, так и жителей и России, и мира. Когда меня спрашивают, вы любите бокс? Я говорю, я бокс люблю. Люблю, очень люблю. Когда я бью. Когда меня бьют, я бокс не люблю. Это был анекдот чемпиона. Поэтому он и стал чемпионом мира. Что сам любил бить и не любил, когда его бьют. Рецепт.